выросла в семье художников, все начиналось со сказок. Вот. В первое время со мной мама занималась, потом отдала на подготовительные курсы. Мне очень нравилось, когда я подходила к маме и наблюдала за тем, как она пишет. Мне очень нравились эти моменты. Например, море. Она очень любит море, Алушту, Ялту, набережную. Вот, эти моменты мне очень запомнились. Все трое детей в семье, я, братик, сестренка, мы, скорее всего, по стопам родителей пошли, художников, это в корне закрепилось. Желание рисовать, любовь к искусству, к живописи. И многие, можно сказать, у нас живописцы. Вообще в школе у нас подразделение разное было: живописи, книжный график. Я пошла на книжную графику. Мама у меня живописец, отец станковую живопись закончил. Я по книжной графике шла, а уже когда переехали в Крым, поступила в институт инженерно-педагогический, там уже на подразделение графического дизайна пошла. Как многие художники, я пробовала себя в разных стилях, чтобы найти что-то свое. Но ближе всего мне живопись, наверное, реализм в стиле жанра, наверное, пейзажи, натюрморты, иногда и портреты. Что меня больше всего привлекает в живописи? Свобода мысли, свобода эмоций. Все это можно выразить на холсте, на картинах, показать все это. Ты себя ни в чем не ограничиваешь, в холст, и новая картина – это новое начало, ты берешь, рисуешь, вкладываешь все свои эмоции, душу, свободно рисуешь, это своего рода морально, философски новое начало, подход ко всему, новое начало во всем, раскрепощенность какая-то, как-то так, поэтому, наверное, живопись мне больше привлекла внимание, чтобы в пейзажах была легкость, что-то такое, весеннее настроение какое-то. Передаешь, вкладываешь свою душу, все свои чувства, и по картинам оно видно. У каждого художника свой взгляд на человека. И когда смотришь, запоминаешь, наверное, чувствуешь уже характер человека, какие-то черты, я даже не знаю, как передать, запоминаются, образ, цепляется взгляд. Став художником, я пытаюсь людям донести, что природа, она прекрасна, со всех сторон, донести, показать красоту мира, что все в мире прекрасно, какое бы оно ни было, что во всем есть хорошая сторона, что на мир надо смотреть с позитивной точки зрения, во всем есть свой смысл. Я всегда хотела переехать в Крым, потому что и родители у меня отсюда, и желание у меня всегда с детства было. Порой иногда мы приезжали в Крым, и на отдых, и к родственникам. Я очень всегда хотела переехать. В какой-то момент мы решились и переехали. Как художника, конечно, эта природа меня всегда вдохновляла. Что-то свое, что-то необычайное, в общем, не такое, как у всех. Больше всего мне нравится Ханский дворец, его больше писать, улочки сами Бахчисарая, также и горные местности. Но Ханский дворец – это самое такое, что для меня душа, наверное. Большую часть времени занимает семья, дети. Времени становится еще меньше на себя, на творчество. Но так как желание, любовь к искусству, она остается, стараешься всегда в свободное время уделить хоть часик-два вечером себе времени для творчества. Если есть желание, то умудряешься где-то что-то.
детям тоже интересно, как бы бывают, они подходят в свободное время, если как бы я рисую. Им интересно, они стараются тоже взять карандаш в руки, что-то рисовать. Я им даю волю фантазии, свободу, тоже достаю им краски, бумагу, чтобы они тоже садились и рисовали, потому что тоже детей, как и художество, как и музыка, это тоже всесторонне развивает. Для них это очень важно, им это очень нужно. Как, наверное, каждая женщина, я черпаю оттуда силы с детей, семьи. Вдохновение. Дети меня очень вдохновляют, но семья меня как бы поддерживает в творчестве, потому что как бы даже воспринимает меня в первую очередь как художника. Мама — это художник. Моя мечта, так же как и моя цель, передать своим детям то, чему научили меня мои родители, чтобы они впитали, увидели всю эту красоту, чтобы вот желания, все их цели, поставленные в жизни, они реализовывались, потому что творчество, оно дает не только мечтать, но и уметь их реализовывать.